Это первый мой мастер-класс, хотя занимаюсь этим уже сравнительно, так скажем, давно. Свой первый... Вообще мы сегодня, сразу хочу оговориться, что мы будем сегодня говорить о традиционной адыгской золотой вышивке. Ее история очень, скажем так, обширная. Начинается она испокон веков и проносится до наших дней. Она находит свое место в традиционном адыгском костюме. Этим самым и получается вот такое вот возрождение именно этого искусства, ремесла. Так, хочу вам еще рассказать, что бывает несколько видов традиционного адыгского золотого шитья. Это первое — дышаида. Можно я чуть там покажу на компьютере? Первое — это у нас дышаида. Вот, допустим, вот эта часть, это шитье в прикреп. У меня есть такой небольшой кусочек, заготовленный, чтобы вы видели, и основу, которая выполняется белыми нитками ирис, и золотыми и серебряными нитками, которые шьются в прикреп, получается, нашиваются другими нитями. Вот, если хотите посмотреть поближе, можете взять. Второй вариант – это шитье базарита, базарная вышивка. Она появилась сравнительно позже. Отличается она от традиционной адыгской вышивки тем, что шьется по, как сказать, гладью, по электрокартону. В то время тогда использовали кожу. Сейчас мы используем электрокартон. Он не пропитывается влагой, он не портится, и, соответственно, за счет этого остается долговечная вышивка. Она вышивается сразу на изделии, то есть обычно это бархат. А такая вышивка, она вышивается сначала на пяльцах, на хлопковой ткани или же на тике. Вырезается орнамент, как вы здесь видите, проклеивается нижняя часть и уже нашивается на рукавники, на веер, на часы, подчасники. И используется дальше по назначению. И третий вид дышаида – это басонные плетения. Вот они. Сейчас они используются в украшениях, но раньше они использовались в костюме тоже по назначению, например, в элементах костюма, как шапочка. То есть вот такие круглые шарики, туда еще пришивались кисточки, и вы, наверное, видели, на шапочках такие кисточки висят. Это вот они, басонные плетения. Конечно же, в то время, когда мастерицы работали над этим ремеслом, они использовали настоящие серебряные и золотые нити с содержанием процента серебра, содержанием процента золота. И благодаря этому вышивка была очень долговечная. Она могла передаваться от бабушки к внучке, из поколения в поколение. И есть такие элементы, которые дошли еще до наших дней. Вот. И вот еще вот такая вот вещь. Это тесьма, которая изготавливается вручную. Относится тоже к дышаида. Вы можете посмотреть. Она плетется вручную благодаря вот этим ниткам, с помощью этих ниток. И ею обшиваются вот такие вот дышаида, первый вариант нашей вышивки. Обшивается, украшается и потом только нашивается на платье. Для дышаида у нас используются пяльца. У меня они сегодня обычные, простые пяльца, которые есть, наверное, у всех девушек-мастериц. Сама я использую напольные пяльца или же настольные профессиональные пяльца. На них натягивается ткань. Я использую тик в своей работе, потому что объем у меня получается большой, размер пяльца у меня большой, и чтобы ткань не повреждалась, я использую вот такой тик. Он используется обычно для наволочек. Так, вот можете посмотреть тоже. Хлопковая ткань, плотная. Также у нас еще используется в своей работе третейка, куда наматывается золотая или серебряная нить. Это шило. Все это самодельное. К сожалению, у нас еще не продают. И также у нас еще используется воск. Воск нам нужен для того, чтобы провощить вот эту хлопковую нить, которая внизу, да, внизу остается, да.
Закрепляются у нас нити здесь, видите? Чтобы она нам не мешала, она закрепляется где-то там сбоку. Ее можно подрезать потом, это никак не помешает и не распустится вышивка, и вам не помешает. В дешеиде очень важен счет. Эти нити мы прокладываем не только для того, чтобы сделать вот какую-то выпуклость самой вышивки, но и для того, чтобы считать по ним, чтобы у нас потом получился рисунок. Рисунок я обычно делаю сама, выкладываю схему. Вот у меня здесь есть бумажка, где-то вот она. Я ее сама вот так вот рисую, оригинал принесла. Вот, вы просто рисуете какой-то там, не знаю, орнамент, который вам нужен. И вот эти нити, и просто чтобы не запутаться, вы считаете, сколько вот это вот белая нитка. Клетка это белая нитка. И сколько вы пропускаете, и благодаря этому получается у вас рисунок. Я вам покажу более такой легкий рисунок, чтобы было удобно. Сейчас у меня натяжение очень слабое, ткань, я не могу нормально. Даже этот. Нитки нужно располагать очень близко друг к другу. К сожалению, эти пяльцы вообще, как бы сказать, не пригодны для этого вида шитья. Вот так вот. В общем, нам нужно заполнить все поле. Видите, вот здесь. Если у вас какое-то большое пространство, как вот, например, вот это или же вот это, видите, здесь расстояние от края до края получается вот довольно-таки большим, и чтобы ткань вот сама как-то не уходила вниз, и нитки, чтобы не были такими вот как-то, менее натянутыми, нужно другой иглой, другой ниточкой делать промежуток. Прощение сразу заранее за то, что я вышел с телефоном. Дело в том, что у меня тут небольшая шпаргалка. Я же должен с вами правильно поздороваться. Холабзия. Я надеюсь, я правильно сказал. Давно с Абхазией мою семью породнил один факт нашей, скажем так, биографии, один момент. О нем я расскажу чуть попозже. Я очень волнуюсь. Во-первых, я очень рад, что проходит здесь вот такой вот замечательный поэтический абхазо-адыгский фестиваль. И я очень рад, что мой творческий вечер, сегодняшнее наше мероприятие, является одним из первых мероприятий к празднованию Дня Победы. И я, безусловно, хочу начать сегодняшний вечер, сказав: «С Днем Победы, Абхазия! С Днем Победы, Аксны!» Я от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Дай Бог, чтобы каждый из нас ни разу в своей жизни больше не увидел того, что видели наши родители, мой родной дядя Арсен Эфендиев. Дай Бог, чтобы эта земля никогда больше не увидела ни горя, ни печали.
и чтобы вы все, мы все вместе жили в счастье и в радости. С Днем Победы! Поехали! Как я уже говорил, я немножко волнуюсь и, конечно же, надеюсь на вашу поддержку. Все вместе! Чуть-чуть погромче. Чуть-чуть. Вершины гор твоих пробивались года сквозь стены прям пушистых облаков. Казалось, разделяли нас с тобою годы, и словно лава закипала в сердце кровь. Салам алейкум, кабардино балкария. Салам, великий мой Эльбрус, с тобою навсегда и душой и сердцем я. И где бы ни был я, тебе вернусь. Недаром все тебя называют раем, воистину ты райский уголок. Тебя прекрасней не найти мне края, и ни на что тебя я променять не смог. Салам алейкум, кабардино балкария. Салам, великий мой Эльбрус, с тобою навсегда и душой и сердцем я. И где бы ни был я, тебе вернусь. Салам алейкум, дорогая Абхазия, передает тебе великий Эльбрус. С тобою навсегда и душой и сердцем я. И где бы ни был я, сюда вернусь. Салам алейкум, дорогая Абхазия, передает родимый мой Эльбрус. С тобою навсегда и душой и сердцем я. И где бы ни был я, сюда вернусь. Тебе вернусь. Спасибо огромное, друзья. Следующая моя песня о родном крае, она называется «Адеш Джунафи». Автор песни не я, но песня мне очень близка, потому что я очень долго находился вдали от родины. И, наверное, только те, кто в свое время потерял родину, могут узнать истинную цену этой самой родины, этого дома. Я думаю, что наши с вами предки адыгов, предки абхазов, на себе прочувствовали, что такое потерять свою родину. И я думаю, что это тоже во многом послужило к тому, чтобы во время войны через горы сюда пришли наши братья-адыги, чтобы отстоять свободу своих кровных братьев-абхазов, среди которых был и мой родной дядя. Как я уже говорил, его зовут Арсен Ифендиев. Я говорю именно зовут, потому что он не погиб, но он и не вернулся домой.
Он дошел до самого конца войны, я знаю, что он дошел до конца войны, он вернулся к нам, но его сердце было беспокойно, вернулся он обратно сюда, узнал, что война еще не окончена, и после этого мы о нем ничего не слышали, к сожалению. Моя бабушка, каждый день, вспоминая о нем, она, конечно же, плачет. У нее проступают слезы на глазах. Она, казалось бы, выплакала уже все, что могла за эти годы. Но спустя какой-то короткий промежуток времени на ее лице начинает сиять улыбка, потому что все-таки материнское сердце не теряет надежды вновь увидеть своего сына. Я хочу спеть вам песню про наш родимый край. Она так и называется «Адес-Жунахе» – «Земля отцов». Я повороджался, Мазахабдар, да-да-да, я буду не жениться. Атырмышан, Адашина тарараш, Синем нишкак, Адыгакак, Сиражан дарвараш. Я поврацу шуша, Латкалихар, Гульхадаба, я буду не жидава. Атырмышан, Адашина тарараш, Синем нишкак, Адыгакак, Сиражан дарвараш. Хаткая жабы куча, дуешана, хаткая жабужа. Атырмышан, Адашина тарараш, Синем нишкак, Адыгакак, Сиражан дарвараш. Я повороджался, Мазахабдар, да-да-да, я буду не жениться. Атырмышан, Адашина тарараш, Синем нишкак, Адыгакак, Сиражан дарвараш. Атырмышан, Адашина тарараш, Синем нишкак, Адыгакак, Сиражан дарвараш. Я убежден, я думаю, что многие из вас согласятся, что одной из индивидуальных отличительных черт любого народа являются его традиции. Традиции, обычаи, культура. Я безумно рад, что у нас с вами одни традиции, одна культура, одни обычаи. О некоторых из них, с вашего позволения, я вам и спою. Песня называется «У адыгов обычай такой». Если где-то в кругу молодых держит речь седовласый адык, ты не вздумай его перебить, придержи свою гордость и трысь, уважай его возраст седой, у адыгов обычай такой. Если гость постучит у двери, гостю сердце свое отвори, и
всех, как ужитка, оно станет радостный дом на берегой. У адыгов обычай такой, знай, мой друг дорогой. У адыгов обычай такой, мисараш, мисараш, адыгов и хацараш. Sıcak sorsa vazıraş Dulena kum yede kalar Tezazı aşar varaş Uy aşağı olsa fıskada Saka avca zatsada Uzmetahu sıkı zırh Sıkı paşam sınık var Uy aşağı olsa fıskada Saka avca zatsada Uzmetahu sıkı zırh Sıkı paşam sınık var Заводи амьяна хлеба, сысаби ватыз харфаш. Наша даха и авар, сяда дыша паз башаш. Уй ашаба усалыстада, сада авча зарсада. Узмытаво сыкозаш, сыква пашом сынуваш. Уй ашаба усалыстада, сада авча зарсада. Узмытаво сыкозаш, сыква пашом сынуваш. Я просто посмотрел себе в шпаргалку, что там дальше. Дальше, конечно же, что самое главное для каждого человека в его жизни, это, конечно же, его родители. Волей судеб так случилось, что я рос без отца, потому что, когда мне было 3 года, он ушел. Он умер. И я хочу пожелать всем родителям крепкого здоровья. Всем тем, у кого есть еще оба родителя, берегите их, любите, цените, дорожите каждой секундой, проведенной с ними. И я хочу всем родителям, присутствующим здесь, и молодым, и старшим,
подарить песню, которая так и называется «Родители». А можно я попрошу девчонок ко мне на сцену? Пойдемте. Татьяна, пойдем. Ты же моя подруга. Давай. Оп. Моя новая подруга. С детства папа наша радость, ну а мама ласка. Им тяжелый труд не в тягость, мы росли как в сказке, поставили нас на ноги, не жалеем себя, низко кланяться отроки, поздравляю любя. Родители, родители, любви, добра носители, вы свет в огне и в жизни для детей. Родители, родители, сердец детей, родители, поклоны, песня от лица детей. Пока живы родители, для детей нет преград, не страшат их метели, не пугает и град, и ярче солнце светит, греет, как мамы любовь, честь и папино сердце, вот пример для отцов. Родители, родители, любви, добра носители, вы свет в огне и в жизни для детей. Родители, родители, сердец детей, родители, поклоны, песня от лица детей.
Я думаю, что слова песни, которую я сейчас спою, узнают многие. Adı kapşına şegurna pajama oyranı selidoşa Mjamur pajagum Vajar zakişama Khwafur javursa Samza pizijima Adı ganısa Unayi doşara oyranı selidoşa Yeji adı gataka Yeji dikab zadaka Dari aşhar, ama abşar, nafıtsana kucağım epsar, Adıganısa unayi doşara, oyranısa idoşa. Gatхами дахар унам грихама, oyranısa idoşa. Mjhami bavr, jagum ghadik hama, Masa shaqakur, yinam shabkhama, Adıganısa unayi doşara, oyranısa idosha. Yeji adıgataka, yeji dikab zadaka, Dari aşhar, qama abşar, nafıtsanak, jagum epsar, Adıganısa unayi doşara, oyranısa idosha. Hazır abuku dişava vardakar, oyranısa idosha. Ditem gurışlar, yavare gadama, Dıgar zaharsar, yatışayidama, Adıganısa unayi doşara, oyranısa idosha. Yeji adıgatasa, yeji dikab zadaka, Dari aşhar, ama abşar, nafıtsanak, jagum epsar, Adıganısa unayi doşara, oyranısa idosha. Adıgatasa unayi doşara, oyranısa idosha. Таким был первый абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице». 3 дня, 4 площадки, 4 мероприятия, обсуждение проблем, выработка планов на будущее, налаживание связей и вклад в дело укрепления связей между братскими народами Абхазии и Кабардино-Балкарии. По словам министра культуры Абхазии Эльвиры Арсалия, данный фестиваль станет традиционным и уже в следующем году соберет тех,
кто через культуру, искусство и литературу призван служить добру, миру прекрасному.